Служба связи Республики Таджикистан рассматривает возможности снижения тарифов и повышения скорости интернета в стране. Верховный суд Таджикистана приговорил несовершеннолетнего жителя к 11 годам за убийство. В Иране произошли взрывы в штаб-квартире Корпуса стражей Исламской революции. В Афганистане ввели запрет на сдачу вступительных экзаменов в университетах для женщин. Постоянно действующий штаб рассматривает возможности снижения тарифов и повышения скорости интернета в стране. Об этом на пресс-конференции сегодня, 30 января в Душанбе, отметил заместитель начальника службы связи Таджикистана Ильхом Джонатоев. Президент страны в своем послании парламенту и на итоговом заседании правительства отметил низкую скорость и качество интернета и дал поручение по устранению недостатков. В этой связи создан постоянно действующий штаб из числа специалистов и отраслевых инженеров, отметил Атоев. Действительно, проблемы есть, работа в этом направлении ведется. Нужно учесть, что система связи в стране развивается. Чем выше потребность, тем ниже качество и скорость обслуживания, пояснил заместитель начальника службы связи. Есть много поручений, мы начали закупать базовые станции. Всего будет закуплено 450 таких баз. Что касается тарифов на интернет, то мы направили соответствующее письмо в антимонопольную службу, подчеркнул он. По словам Атоева, стоимость интернета снизится, но когда точно, пока неизвестно. Работы в этом направлении ведутся. По данным службы связи, количество пользователей интернета в стране составляет 4,5 миллиона. Для выполнения поручения правительства начальник службы связи Бек Сабур сейчас находится в Губау по вопросу установки базовых станций, добавил Ильхом Джонатоев. Верховный суд Таджикистана вынес приговор несовершеннолетнему жителю Душанбе. Он осужден на 11 лет за убийство, об этом сообщает пресс-центр Генеральной прокуратуры Таджикистана. Отмечается, что по материалам дела 17 мая 2022 года рядом с развлекательным центром Бехин в районе Рудаки произошла потасовка между группой местных подростков и подростков из столицы. Столичные ребята вызвали подмогу по телефону, к ним на помощь подъехали товарищи постарше, также несовершеннолетние, которые по пути взяли с собой и осужденного. У одного из участников инцидента был нож, которым в ходе драки воспользовался приговоренный подросток, отмечается в сообщении. Во время драки на мосту через реку Элок он нанес ножевое ранение несовершеннолетнему, который вскоре скончался от полученного ранения по дороге в местную больницу. В отношении подростка прокуратуры района Рудаки было возбуждено уголовное дело по статье 237 «Хулиганство», часть 3А и 104 «Убийство», часть Б Уголовного кодекса Республики Таджикистан. Приговор осужденный будет отбывать в воспитательной колонии общего режима. В Иране в ночь на 30 января произошли взрывы в штаб-квартире Корпуса стражей Исламской революции в городе Мехабад, а также на границе с Сирией. Об этом заявил в Твиттер журналист БНН Breaking Гурбакши Синал Чахала. Позже он дополнил, что в Иране произошла серия взрывов, в час пришлась на границу с Сирией. По словам источников службы безопасности, в 22:15 беспилотник нанес 3 последовательных удара с воздуха. Первый предупредительный, второй и третий по трейлеру с продовольственной помощью на сирийской стороне, сообщает журналист. О погибших и пострадавших не сообщается. Ранее на объектах военной инфраструктуры в Иране в ночь на 30 января произошла серия мощных взрывов, в ряде которых была объявлена воздушная тревога. А в городе Шахим-Салими в провинции Восточный Азербайджан загорелся крупный завод по производству моторных масел. Атаке беспилотников подверглись также военный склад и центр по производству боеприпасов. Звуки взрывов были слышны в Тегеране. По сообщениям очевидцев, в небо над иранской столицей поднялись самолеты. В Министерстве обороны Ирана назвали атаку неудачной. Один из беспилотников был сбит комплексом ПВО, а 2 других попали в оборонительные ловушки и взорвались. Официальные лица США заявили, что Штаты не участвовали в ударах по Ирану. Источники Аль-Арабия сообщили, что за ночной атакой беспилотников на военный завод в Иране стоит Израиль.
Министерство высшего образования Афганистана приказало частным университетам не допускать девушек к вступительным экзаменам в следующем месяце, подчеркнув свою политику по ограничению женщин в высшем образовании, пишет Reuters. Письмо министерства было адресовано учреждениям северных провинций Афганистана, включая Кабул, где с конца февраля должны пройти экзамены. В письме отмечено, что учреждения, которые не соблюдают правила, будут привлечены к ответственности. Министерство высшего образования в декабре прошлого года приказало университетам не допускать девушек до особого распоряжения. За этим решением последовал еще один указ правительства талибов, запрещающим женщинам работать в неправительственных организациях, что вызвало возмущение как на национальном, так и на международном уровне.